Доброе утро! Мы приветствуем, как всегда, всех наших любимых телезрителей на телеканале Якутия-24. На часах 7:00, а это значит, что в прямом эфире начинается любимейшая программа «Утро Якутии». Да, не убавить, не прибавить, и на этом начнем. Ну, конечно же, расскажем о том, что нас ждет в течение почти что часа. Это, во-первых, сегодня у нас и рубрики наши традиционные будут. Мы узнаем, что в кино начнут показывать с сегодняшнего дня. Поговорим про авитаминоз, потому что, сами понимаете, сезон авитаминоза наступает, надо к нему быть готовым. И, конечно, по традиции проведем что? Зарядку. Конечно, а без нее. Куда без зарядки? Никуда. Помимо этого, интересные гости, их сегодня очень много будет. Мы с ними будем разговаривать. В том числе поговорим об экспедиции из Якутска до Охотска на вездеходах по следам Витуса Беринга. И это еще не все, поэтому с нами оставайтесь в течение уже даже меньше, чем 56 минут осталось. И все у вас получится. Самое главное, если вы всю программу нашу посмотрите, то день у вас пройдет просто на ура. Ну а начнем мы, как всегда, с рассказа о погоде. В заречных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 8 градусов. В заречной группе 6-17 градусов ниже 0. В южных 9-10 градусов со знаком минус. В Вилюйской группе до плюс 2, в Нижнеленских 21-3 градуса ниже 0. В западных минус 2, плюс 2. В Колыму-Нигирской группе улусов 15-16 ниже 0, в Янских минус 16. На северо-западе 18-23 градуса мороза. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 12 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 7 градусов. Плюс 7 – это уже хорошо, да? Прям, знаешь, с такой положительной динамикой мы практически уже окунаемся в весеннее настроение, ну и, собственно, весеннюю погоду, да? Ну и, конечно, как всегда, мы напоминаем вам о том, что на улице слякоть, да? Не очень приятная сейчас в этом плане обстановка, поэтому позаботьтесь о своем внешнем Тут виде. еще главное, в какой момент она неприятна, потому что она для меня неприятна, когда температура в минус уходит после слякоти. Вот это самое не очень. Идешь, скользишь, что-то такое. Ну, если нравится скользить, пожалуйста. А вообще хотелось бы про 7 плюс 7 процитировать. Классика современности. Плюс 7 – это как плюс 6, но на 1 градус повыше. Вот. Ну а мы сейчас готовы передать слово нашим коллегам из новостного отдела. Давайте узнаем, какие же новости произошли на территории нашей республики и за ее пределами. Доброе утро, коллеги. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. В Якутии с 2012 года реализуются мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. За эти годы средствами доступности, в числе пандусами, подъемниками, оборудованы 510 приоритетных объектов социальной инфраструктуры региона. Как сообщила министр труда и социального развития республики Елена Волкова, среди данных объектов 160 объектов образования, 123 социальной защиты и социального обслуживания и 99 здравоохранения. Специалисты Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы работали в Нерюнгринском районе. Бригада под руководством врачей-хирургов Екатерины Басовой и Ирины Григорьевой прооперировали в Нерюнгре более 100 человек. В настоящее время офтальмологическая бригада работает в Алданском районе, где запланирован прием 107 пациентов. Выезды врачей-офтальмологов в этом году начались с Мегино-Кангаласского района. Они провели диагностику обратившихся пациентов, часть которых направили в Якутск. По итогам этой работы были прооперированы свыше 60 жителей района. Мобильная передвижная лаборатория Верхневилюйска на базе КАМАЗа работает в населенных пунктах района. Перед закрытием ледовой переправы на днях она выехала в Наслега, находящийся по левую сторону реки. Например, Сургулукский Наслег находится в 150 километрах к северу от райцентра, и много жителей ждали приезда бригады врачей. Из-за расстояния тяжелой дороги много кто не может самостоятельно приехать на медосмотр. Также накануне начали открывать и аптечные пункты. Мы сегодня привезли медикаменты, также кассовый аппарат и планшет, который является основной аппаратурой для работы аптечного пункта. А также мы сегодня всю программу установим, и с сегодняшнего дня при Кыргызском Наслеге граждане могут покупать лекарственные препараты, не выезжая в районный центр.
При аптечном пункте нашего фельдшерского акушерского пункта будет ответственным работником участковая медицинская сестра Татьяна Валерьевна. Определены основные формы проведения первомайской акции в Якутии. В этом году привычных шествий трудовых коллективов не будет. Вместо этого будут организованы чествования тружеников, заседания и собрания по регулированию социально-трудовых вопросов, патриотические, молодежные, семейные и другие мероприятия. Как сообщил председатель Федерации профсоюзов Республики Николай Дегтярев, вне зависимости от формы профсоюзная акция состоится. В этом году первомайская акция профсоюзов пройдет под основным девизом «Достойный труд каждого, гарантия благополучия семьи и развития страны». Накануне общественность республики отметила 132-летие первого профессионального композитора Марка Николаевича Жиркова. В родном городе Вилюйске состоялась церемония возложения цветов к памятнику выдающегося деятелю искусств, в котором приняли участие не только музыкальная общественность, но и простые жители и руководство района. В знаменательный день по всему району прошли культурно-массовые мероприятия, а также музыкальные конкурсы для детей. Во Дворце культуры, который носит его имя, будет поставлена его самая большая известная опера «Нюргун-Батур» силами народа. Это происходит у нас впервые. И я думаю, что эта опера символизирует борьбу добра со злом, где добро обязательно побеждает. И это будет ярчайшим праздником для всех вилючан. Ярким событием Исэхолунко 24 года в Амгинском районе станет выступление 100 самодеятельных музыкантов на национальном инструменте кырымпа. Для этого с 2020 года местными мастерами по дереву изготовлено 70 предметов. Во время Исэха планируется воспроизведение репродукции картин народного художника Михаила Носова, одежды и украшения якутов 17-20 веков. Проект реализуется мастерами декоративно-прикладного искусства из 14 муниципальных образований Амгинского района с 2021 года. Цель проекта – сохранить подлинность, максимально точно передать детали, внешний вид национальной одежды, украшений и предметов быта якутов того времени. В современном обществе поиск мирного и эффективного разрешения споров и проблем является важной задачей. И в этом вопросе важную роль играет медиация. Процесс, основанный на участии нейтральной третьей стороны, а помогает в этом специально обученный человек – медиатор. И сегодня у нас в гостях соучредитель и исполнительный директор Якутского республиканского центра медиации, юрист, конфликтолог, медиатор, руководитель социальных проектов и многодетная мама Долгуяна Иванова. Долгуяна Николаевна, здравствуйте. Доброе утро. Для начала, да, нужно разобраться. Для начала, да, мы как бы вначале даже путали, что такое медиация и медитация. Это абсолютно разные вещи. Что такое медиация? Действительно, да, можно запутаться. Медиация, медитация, потому что на слуху медитации. Созвучно, да. Да, созвучная медитация. Скажу, что в Российской Федерации понятие медиации используется в 3 значениях. Да, в широком таком, в среднем и узком. В широком смысле медиация – это любая деятельность, когда какой-то человек, не участник конфликта, помогает конфликтующим сторонам разобраться в этом конфликте. Да? В среднем значении это такая нормированная деятельность, где есть цели, задачи, этапы, то есть какое-то положение, порядок. А в узком смысле о медиации мы говорим в рамках федерального закона о медиации. Да? То есть там конкретно уже есть действующий федеральный закон об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника в процедуре медиации, вот такое название закона. И вот в рамках этого закона специалист действует, работает в целях поиска для конфликтующих сторон того золотого серединного решения. Да? А где, в принципе, применяется медиация? Потому что, я думаю, вот добывателю, вместе стоящие в нормах закона, конфликт сразу представляется какой-то суд, судебные процессы. То есть медиация, она, наоборот, призвана до судебного не затягивать и помирить стороны, или, наоборот, представляет какую-то третью сторону в судебном процессе? Медиация применяется на самом деле везде, где есть люди. Где есть 2 человека, может возникнуть конфликт, да, спор, ссора, что-нибудь. Вообще существует 3 основные способа урегулирования спора. Это силовой, это судебный, правовой и альтернативный. А медиация относится к альтернативному способу урегулирования конфликта. Может применяться до суда,
если говорить уже про суд, да, до суда, во время суда и после суда. То есть это все больше на уровне разговоров, бесед, или это все носит такой достаточно серьезный характер, или же все-таки это беседы, разговоры? Как урегулируется этот конфликт с Ну, вот точки смотри, зрения медиации? Если говорить через закон, Да. там определенные правила, такие вот конкретные принципы, да, что можно и что нельзя. Вот медиатор — это специалист, который помогает. Он не сам выносит решение, а он помогает сторонам понять друг друга, услышать друг друга и найти то самое решение. И чтобы стороны договорились. Ну, а тут- Такой семейный психолог в рамках Да, да, закона. Ну, смотрите, Ну, медиатор, медиация — это образно. междисциплинарная, да, область, юриспруденция, конфликтология, психология, даже экономика, философия, Всё так, да? социология, там все вот, взаимосвязаны. да. Ну а можно, к примеру, вот, привести такой какой-нибудь совершенно типичный случай из вашей практики? Ну, быстренько так. Да. буквально. Ну, я сейчас много практикую, ну, больше, да, скажем, практикую в семейной медиации. Это когда семейные споры, да, при разводах, при разделе имущества, по порядку определения места жительства ребенка, ну, по алиментам, наследственные споры, да, иногда бывает. Потом пунктом 2 стоит бизнес-споры, когда конфликтуют уже либо организации друг с другом, индивидуальные предприниматели, ну, по разным поводам. А на третьем месте это школьная медиация, да. Если говорить о направлениях медиации, это вот тоже очень широкое, но они определяются как бы по сферам деятельности. Назвала семейная медиация, бизнес-медиация, трудовая медиация, да, когда Когда конфликте. работодатель. Да, когда конфликте в рабочем коллективе, школьная медиация, медиация в здравоохранении, спортивная медиация. Сейчас говорится о банковской медиации, в налоговой медиации, этномедиация, Вот. отдельное направление. Да? То есть, И сфера самый большая. высокий такой уровень, говорить если простым языком, то это политическая медиация. Когда конфликты между государствами, между странами, между регионами. Ну, То есть вы такой некий посредник, да? ну, медиатор — это Вот, посредник, не- да? не Латин- заинтересованное лицо, помогающее урегулировать споры. Нейтральный, Это не предвзято, беспристрастный, да. без- Он вообще не относится к предмету конфликта, он не относится к сторонам конфликта, он вот, приходит со А стороны. как можно стать и получить такую специальность, как медиатор? Сложно ведь оставаться нейтральным. В любом случае, там где-то женщину поддержишь, а вот мужчина плохой, да? Или Конечно. наоборот. А как этому же надо научиться? Этому нужно научиться, это приходит с практикой. Ну, вначале теория, конечно, да, изучить хорошо теорию, все принципы, все правила, а потом все это приходит с практикой. Вначале очень сложно, да, я очень расстраивалась. Понимаешь и эту сторону, Да. понимаешь другую сторону. Жалко и мужчину, жалко и женщину, ну, жалко ребенка еще. Да? И в итоге все равно Но находите... в итоге не медиатор находит, а стороны сами находят. сами доходят до этого, да, до того решения, которое их устраивает. Очень. Ну а в целом медиатору насколько критично знать юриспруденцию при этом всем? Обязательно, наверное. Ну, это такой дискуссионный вопрос. Да. Если медиация проходит во время судебного разбирательства, например, ну, мне как юристу легче Да. работать с документами, да, когда это правовой спор. Но в медиации сейчас по требованию нашего федерального закона о медиации, там в законе вообще обозначено, что есть два вида медиатора. Непрофессиональный медиатор и профессиональный медиатор. Непрофессиональный медиатор — это человек, который помогает по своему желанию, да, сторонам конфликта разрешать это, но он этим делом профессионально не занимается. А профессиональный медиатор — это человек, который прошел, которому требования такие, да, которому исполнилось 25 лет, имеет любое на сегодняшний день высшее образование, не только психологическое, юридическое, который прошел курсы подготовки медиаторов, который не судимый, полностью дееспособный,
Вот. То есть теоретически мы можем стать. Конечно. Хоть да. сейчас пойти, я в принципе... Главное тоже- желание. Главное желание. Ну вот, завершая нашу беседу, вопрос, вот мы вас когда представляли, да, помимо ваших профессиональных, так сказать, регалий, упомянули, что вы многодетная мама. А когда много детей, они все равно друг с другом. Помогают ли профессиональные навыки медиатора и конфликтолога решать споры Знаешь, детские? Паш, мне кажется, у Долгуяны Николаевны дома вообще идеальная, понимаешь, атмосфера, потому что, коли уж у нее профессия связана с разрешением конфликтов, в доме не бывает конфликтов вообще. Либо это все так быстренько решается, она даже не ощущает этого. Нет, ну конфликтологом, медиатором я стала недавно, да, если... А дети у меня выросли еще до этой моей профессии. до этих А может моих быть, одно из другого и знаний. вытекло? Ну, не знаю, наверное, да, но сейчас в моей работе как медиатора, конфликтолога помогает вот весь наработанный жизненный опыт. Здорово. Долгуяна Николаевна, спасибо за эту беседу. Ну, желаем огромного количества оказанной помощи людям, которые находятся в каких-то спорах, а телезрителям, наверное, пожелаем, чтобы споров в жизни, в принципе, было меньше и все всегда легко разрешалось. Спасибо еще раз. Спасибо. Хорошего вам дня. Ну а далее узнаем о том, какими событиями знаменателен сегодняшний день в истории. На календаре 11 апреля. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, День Конституции Республики Крым. По народному календарю – Берещение. В этот день нужно было выходить в березовую рощу, слушать деревья. Это делалось для того, чтобы определить, не началось ли движение сока. Это день в истории. 1147. Впервые упомянуто слово «Москва». 1857. Император Александр II утвердил государственный герб России двуглавого орла. 1919. Создана Международная организация труда МОТ. 1944. Керчь освобождена от фашистских войск. В этот день родились 1625. Мария Милославская, русская царица, первая жена царя Алексея Михайловича. 1894. Эмиль Кио, советский артист цирка, иллюзионист, основатель династии иллюзионистов. 1910. Вацлав Дворжецкий, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. 1921. Сергей Непобедимый, советский и российский конструктор ракетного вооружения, академик. 1928. Леонид Быков, советский режиссер, сценарист, актер. 1937. Альберт Филозов, советский и российский актер театра и кино, педагог, народный артист России. 1948. Георгий Ярцев, советский футболист, российский футбольный тренер, заслуженный тренер России. 1954. Валерий Гаркалин, советский и российский актер театра и кино, педагог, народный артист России. Именины сегодня отмечают Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп. Мы продолжаем встречать наступивший день. В Московской области отпраздновали день рождения корги-отряда «Маруся и друзья». Его участники, как следует из названия, это владельцы собак данной породы. При этом отряд активно помогает правоохранительным органам и службам спасения. О празднике и о деятельности отряда узнаем далее. Корги-отряд «Маруся и друзья» отпраздновал трехлетие в одном из торговых центров Московской области в воскресенье, сообщили в телеграм-канале пушистого подразделения. На кадрах корги участвуют в забеге и играют с маленькими посетителями мероприятия. Кроме того, на площадке выступают служебные собаки кинологического центра. Корги-отряд «Маруся и друзья» — это сообщество волонтеров. Мы оказываем помощь людям, мы показываем помощь тем, кто в них нуждается, мы объединяем людей. У нас много разных историй, много разных моментов и всяких интересных. Главная наша задача — это делать так, чтобы жизнь хвостиков людей была немножко лучше. Галина Окина пришла на праздник с питомцами Молли и Клёпой. Вместе с другими волонтерами Галина работает с момента образования корги-отряда «Маруся и друзья». Когда мы встречались в конно-спортивном комплексе «Белая дача», приходили дети-инвалиды, ко мне подошел мальчик, который очень тяжело шел к нам, попросил, можно я повожу собаку? Было страшно давать поводок, но мы решили, я говорю, давай ты веди, я пойду сзади. Потом обогнала, говорю, пойду спереди, чтобы собаки тебя не дернули. И через 5 минут ребенок неуклюже, тяжело, но он бежал с большой, огромной улыбкой за ним.
Как сообщили волонтеры, на день рождения отряда пришли около 70 собак и более 100 хозяев и членов их семей. Корги-отряд «Маруся и друзья» сформирован в 2020 году. Собаки помогают спасателям находить наркотики, взрывчатые вещества и пострадавших в результате происшествий. Это «Утро Якутии». Мы приветствуем всех, кто вот только-только присоединился к нам. К слову, сделали вы это весьма вовремя, ведь самая главная процедура, кроме завтрака утром, это, конечно же, зарядка, а тем более, если вы ее делаете комплексно. И сейчас наш спортивный инструктор поможет вам зарядиться энергией на весь день и проведет этот комплекс. Всем доброе утро! И мы с вами продолжаем серию функциональных тренировок дома без какого-либо оборудования. Начнем с вами с первого упражнения. У нас с вами будут выпрыгивания. Исходное положение. Ноги на ширине плеч. Мы будем выпрыгивать в динамичный присед. Сели, прыжок. Сели, прыжок. Здесь мы работаем 30 секунд. Ягодицу отводим назад. Живот уводим глубоко между бедер. Плечевой пояс раскрыт, макушка тянется вверх. Следим за дыханием. Темп средний, выше среднего. Далее мы с вами переходим на динамичные ланчи. Опорная нога у нас будет в мягком положении. Сзади стоящая нога уходит назад на носок и возвращается вверх, подкручивая бедро к животу. Хорошо отводим ягодицу назад, живот уводим в нижней точке на бедро. Вес тела на опорную ногу уходит на пяточку. Тем самым мы больше прорабатываем бедро. На каждый подъем выдох. 30 секунд на одну ногу, 30 секунд на другую. Далее мы переходим с вами на отжимания в узкой постановке рук, уводя локти назад. Отстраиваем корпус, как в положении планка. Колени вместе, можно сделать замочек в стопе. Большие пальцы вместе соединены. Кисть под грудь. Мы будем уводить локти назад и уходить в нижнюю точку. Выдох верхней точки. Выдох, выдох. Работаем здесь от 15 до 30 секунд. По мере укрепления мышц вы можете увеличивать свое время. Главная задача – уводить локти назад. Амплитуда выхода вниз может быть у всех разная. И завершает данный сет упражнение на мышцы брюшного пресса. Сегодня мы будем прорабатывать боковые мышцы. Выходим в положение планка. Кисть под плечо отстраиваем. Далее уводим себя на локоть, поворачиваем и вытягиваем руку вверх. И делаем амплитудный поворот назад, уводя руку под корпус. Выдох, выдох, выдох. Работаем от 20 до 30 секунд. Если вам сложно работать с двух ног, вы можете увести нижнюю ногу на бедро и продолжать скручивание. Данный сет мы повторяем 4 подхода. И между подходами делаем перерыв от минуты до полутора. Всем хорошего дня! Несмотря на то, что утренняя зарядка – это залог энергичного дня, весной иногда и она не может справиться с состоянием усталости, которое может настигнуть нас с самого утра. А причина всему этому, конечно же, весенний авитаминоз. Действительно, за время холодов наш организм почти истратил все резервы, которые у нас были. У нас из-за этого может и ухудшиться настроение, качество иммунитета и вообще, в принципе, общее самочувствие. Далее мы расскажем вам несколько полезных советов, которые помогут справиться вам с весенним авитаминозом.
В конце зимы и весной многие чувствуют необычную усталость и подавленность. Зачастую к этому добавляется ухудшение состояния здоровья и настроения. Все это симптомы весеннего авитаминоза. Поэтому весной особенно важно укреплять иммунитет. Сегодня мы с вами сделаем витаминную заготовку, которая поможет вам защититься от разных вирусов и бактерий, а также повысить иммунитет. Для этого нам понадобится всего 3 ингредиента – имбирь, лимон и мед. Лимон и имбирь необходимо тщательно вымыть, затем удалить кожицу с корня имбиря и нарезать колечками. Теперь займемся лимоном. Лимон чистить не нужно. Срезаем только плодоножку и нарезаем на небольшие кусочки. Все это смешиваем и добавляем мед. Далее все это необходимо измельчить в блендере. Вот такая однородная кашица у нас получается. Хранить заготовку нужно в холодильнике, в чистых и сухих банках или в контейнере. Такую витаминную смесь можно добавлять в теплый чай, воду или употреблять в чистом виде по 1 ложке в день. Не позволяйте авитаминозу управлять вашей жизнью. Укрепляйте иммунитет и будьте здоровы! В Якутск вернулась экспедиция по следам Витуса Беринга. Участники передвигались на вездеходах «Бурлак» и преодолели за 13 дней более 2000 километров по бездорожью от Якутска до Охотска и обратно. В составе команды были специалисты МЧС России, Русского географического общества, представители администрации главы и правительства республики, а также работники Хатутент. И сегодня у нас в гостях заместитель председателя Государственного собрания ИР Республики Саха-Якутия Афанасий Владимирович. Доброе утро. Доброе утро. Семенович, да, по следам Витуса Беринга. Что за экспедиция и, собственно, как она прошла? Доброе утро, уважаемые телезрители. Сейчас вот было сказано, что мы дошли до Охотска. До Охотска у нас 1200 километров. Да? Маршрут пролегает через наши муниципальные районы и через муниципальный округ, Охотский округ Хабаровского края. Маршрут достаточно сложный, потому что 400 километров – это сплошное бездорожье, там нету дороги. Но когда была организована первая камчатская экспедиция под руководством Витуса Беринга, кстати, мы в следующем году отмечаем 300-летие вот этой экспедиции, то именно по этому маршруту Витус Беринг до Охотска с собой брал отсюда из Якутска все свое снаряжение: якоря, веревки, снасти и так далее, так далее, так далее. Вот здесь есть наши вымпела, которые мы предоставляли тем, кто встречался нам на пути, участникам, тем, кто помогали. Вот покажем и сама концепция, как эта экспедиция создавалась. В 2032 году мы отмечаем 400-летие вхождения Дальнего Востока в состав российского государства, и освоение Дальнего Востока проходило именно вот из нашего города Якутска. И Якутск мы считаем, что это отец городов дальневосточных. Вот. Поэтому в рамках этого даты 400-летия Дальнего Востока именно вот первое мероприятие, которое сегодня мы посвятили этим датам. Вот экспедиция Якутск-Охотск по следам Витуса Беринга. Ну а какая основная цель, да, помимо того, что, конечно, есть юбилейные даты, да, и мы все-таки приобщили их к этим знаменательным событиям, да, но в целом, вот, какую цель преследует? Два аспекта, это, во-первых, практический, во-вторых, исторический. По части первой мы исследовали путь, который уже не функционирует более 30 лет. Последний раз колесная техника по этому маршруту шла в 1993 году, как говорят те старожилы, которые там живут. Если до Лахюня у нас дорога есть, да, до Усьмаи хорошая дорога, наша республиканская, а там дальше автозимник до Лахюня, которыми пользуются в основном золотодобытчики, то от Алахюня до поселка Арка у нас бездорожье 400 километров по лесным массивам, по ручьям, по перевалам, горам и так далее. Вот. Практическая часть заключается в том, что насколько можно использовать этот путь. Ведь этот путь раньше был самым коротким, по которому мы общались и осваивали не только дальневосточные регионы, но и Сахалин, Камчатку, Российскую Америку. Вот. И я думаю, что
как использовать этот путь, мы задавались этим вопросом. Да, в зимний период можно его использовать как автозимник, тем более, что на пути следования мы встречали наши коренные малочисленные народы Севера, которые занимаются оленеводством. Но от Алахюня первая у нас такая остановка — это капитанская засека, некоторые говорят капитонская засека. На этом месте сейчас стойбище, оленевод Слепцов Алексей Афанасьевич. Он там смотрит оленей, где-то 150 оленей с сестрой. Он являлся у нас проводником. Вот. Значит, второе, это нужно нам, наверное, общаться как соседи с Хабаровским краем и междумуниципальным округом Охотский, да, и Усьмайским улусом. Конечно, нужно определенные побратимские взаимоотношения и обмен опытом работы, культурные связи и так далее. В экспедиции была такая тема, как профориентационная работа. Наши представители Арктического института культуры и искусства выезжали в Охотск и проводили в школах профориентационную работу. А Дом дружбы народов имени Кулаковского направил своих артистов, которые показали свои, как говорится, номера, да, концерт делали и выступали перед жителями Охотска. То есть еще и культурная, да. культурная экспедиция. Да, но и в составе экспедиции был руководитель предприятия Хатутент Афанасий Спиридонович Махатыров, который взял свои изделия, все, ну, то, что мы знаем, вот эти утеплители Наташа, палатка и так далее, да, и он организовал там выставку. Достаточно, считаем, что успешно, и жители Охотска много и приобрели, и, наверное, уже у него будут какие-то определенные контакты. Опять же, выход нашего регионального продукта на... Совершенно верно. И четвертое — это организация туристических маршрутов. С нами был туроператор с Усьмая, Попов Владимир Ермакович. Он изучал, каким образом можно организовать туристический маршрут. Афанасий Семенович, ну мы говорили о том, что да, все-таки это бездорожье, да, это отсутствие крупных населенных пунктов, то есть экстремальная была такая экспедиция. Были ли какие-то вот прям случаи? Ну вот буквально вкратце, потому что время у нас ограничено. В составе нашей делегации было 4 сотрудника поисково-спасательной службы. Мы бы целиком и были в надежных руках. Представитель завода-изготовителей этих вездеходов «Бурлак». Да, были моменты, когда мы там сложные перевалы, выходы с рек, там водные преграды преодолевали. Но вот спасатели очень все мастерски делали, устраняли неполадки, а они были, да, там ломалось у нас что-то. Ну и мы дальше уверенно продвигались. А в целом техника тоже вся, я так понимаю, техника, вот это вот вездеходы «Бурлак», они показали себя очень хорошо. И считаю, что вот в снежных таких регионах она необходима. Испытание техники прошло хорошо, и спасатели сами говорили о том, что это один из сложных маршрутов, на котором они не только испытывали технику, но и слаженность работы, как управлять ею, как устранять те или иные неполадки. Поэтому у нас мы, как говорится, со стороны безопасности были застрахованы. Якутск, Охотск мы освоили. Будет ли следующая подобная экспедиция? Экспедиция была организована в рамках проекта «Пути великих свершений». И проект продолжается, он безвременной, то есть когда-то мы не можем остановиться, как и все, что связано с дорогой, с путешествиями. Поэтому сейчас поступает предложение, может быть, и по Аянскому тракту пройти, может быть, и другие какие-то направления взять. У нас на телевидении есть передача «Пути великих свершений», и мы готовы к сотрудничеству. Я думаю, что Русское географическое общество нам в этом поможет. Афанасий Семенович, спасибо большое за эту интересную беседу. Ну, надеюсь, да, еще впереди много классных экспедиций, как минимум, о которых мы сможем рассказать. Да. Может быть, и показать, и поучаствовать. Кстати, у нас были журналисты в составе нашей экспедиции, которые делали фото, видеосъемки и фильм. Ну, сейчас в социальных сетях мы показываем, но, тем не менее, на телевидении тоже покажем. Спасибо большое. Но мы желаем вам хорошего, продуктивного рабочего дня и прекрасного утра. Спасибо. Ну а мы переходим далее и продолжаем нашу постоянную рубрику «Пусть мама придет». И сегодня познакомим вас с Ирханом. Доброжелательный, скромный и открытый. Ирхан в свои 12 лет строит серьезные планы на будущее и мечтает стать музыкантом. Знакомьтесь, Эрхан. Так сложилась судьба, что он находится в учреждении для детей-сирот. Всем привет, меня зовут
зовут Эрхан, мне 12 лет. Я учусь на 4 и 5, ну и есть чуть-чуть там 3. Мой любимый предмет – это физра, еще литература, еще русский язык. Я хожу на кружок СЛЭК, и еще мы там делаем теремок. Девчонки будут делать на Новый год снеговики, а мы, мальчики, будем делать домики. Еще я хожу в тусту. Еще я на стрельбу, еще на музыку хожу. Как ты вырастешь, ты кем станешь? Кем? Ну, музыкантом. Чтобы стать музыкантом, Эрхан занимается в музыкальной студией, учится играть на барабанах. Эрхан – добрый, скромный и отзывчивый мальчик. Ему очень нужна семья. Конкурсы художественной самодеятельности в Аймиконском районе проводятся регулярно и всегда собирают полные залы. А если это конкурсы детские, приходят все родственники выступающего и болеют за всех и аплодируют всем. Районный детский конкурс «Сияние Севера» прошел на сцене Тамторского дома культуры в рамках проводимого фестиваля зимнего туризма и был посвящен Году семьи и Году детства. Каждый наслег привез своих лучших юных артистов, чьи номера отвечали всем требованиям условий конкурса. Предпочтительный семейный номер. И на сцене трио сестер Корякиных из Аймикона. На сегодняшний конкурс я привела моих девочек, квартет Мичия, дуэт и один сольник. Ну, по-моему, мои дети очень хорошо выступили. Я рада и горжусь моими ребятами. Другие участники тоже хороши. Спасибо организаторам за этот конкурс. Дети увидели других участников, набрались опыта. Впереди у них еще будет много конкурсов. Нужно что-то, прославляющее родной край, и звучит песня о Дугуйдане. Кто ж его теперь не знает? Представили 6 номеров. Это фольклор, ансамбль хомусистов. 2 стихотворения Сахатыла исполнил Трифонов Дмитрий, 9 класс. И Прокопьев Федор, авторское у него стихотворение «Орда со степей». Спустя так час, дни, недели приходят новости. Орда убила князя нашего. Орда пришла на земли наши. Но как же так? Кто же придет русскую землю спасать? И тут явился он, Донской. Что будет дальше, решит бой. Догадались, какое любимое блюдо в семье Захаровых? Конечно, караси. Вот так выдаются маленькие семейные секреты. Надо сказать, все выступления были хороши. Члены жюри даже растерялись. Но конкурс есть конкурс. И гран-при заслуженно получил ансамбль хомусистов Аймиконской школы. Руководитель Сардана Уйгун. Мы фольклорный ансамбль, называется АЛГ. Мы все занимаемся хомусом со 2 класса, сейчас 9 и 7. Поучаствовали сегодня в конкурсе Чикабель Воттера. Готовились очень долго. И было
Было волнительно. Награжденных по разным номинациям было много, и это радует. Прирастает земля Ямиконская молодыми талантами. Ну а четверг, как известно, это время киноновинок, премьеры которых пройдут сегодня в кинотеатрах. И, наверное, для нас, якутян, один из долгожданных фильмов — это, конечно же, история, да, основанная на реальных событиях. «Карина», произошедшая столько лет назад, да, ставшая действительно чудом, потому что я еще с журналистской точки зрения тогда работал в новостной службе и помню так очень хорошо те дни, как вся республика переживала за маленькую девочку, которая выжила в тайге в течение многих-многих дней. Никто уже не верил, что это произойдет. И этот фильм также сегодня в прокат выходит. Помимо этого и другие киноновинки будут, поэтому прямо сейчас в нашей киноафише давайте узнаем, что можно посмотреть уже с сегодняшнего дня на больших экранах. Смотрите в кино с 11 апреля. Ты помнишь меня? «Манки Мэн». Фильм рассказывает историю молодого человека, который живет в подпольном бойцовском клубе, где каждую ночь он вынужден надевать маску гориллы и сражаться с бойцами за деньги. После многих лет подавления своей ярости Кид находит способ проникнуть на территорию городской элиты. Манки Мэн. Добро пожаловать на остров Лил-Издейл. Отражение тьмы. Молодые пары отправляются на частный остров для участия в таинственном тренинге, который обещает укрепление отношений. Но они не подозревали, что их ждет на самом деле. А я бы не послушал. Герои сталкиваются с древним демоном, который питается жизненной энергией. Вы не покинете остров. Всем привет! Начинаем обряд посвящения в студенты этого... Паранормальные явления «Мост призраков». Согласно университетской легенде, нечто потустороннее утащило девушку на мосту. С тех пор тут пропало много студентов, и мост закрыли. Призрак унес его! По мотивам реальных событий. Нарушив запрет и вступив на мост, ребята попадают в потусторонний мир, вернуться из которого сможет только тот, кто разгадает тайну призрака. Паранормальные явления. Мост призраков. Невероятная история про силу духа и веру в чудо, основанная на реальных событиях. 4-летняя девочка таинственным образом исчезает из своего дома в деревушке на краю бескрайнего леса. Чекитова Карина. Ей 4 года. Будьте внимательны. Заглядываем под каждый куст. Спустя 12 суток даже самые опытные спасатели теряют надежду найти Карину живой. Девочку надо найти, живой или мертвой. Продолжаем освещать самые заметные события этого утра. В весенне-летний период этого года планируется ввести временные ограничения движения тяжеловесных транспортных средств по автодорогам Якутска. Ограничения предложили ввести для транспорта весом более 8 тонн. Со 2 мая по 31 мая этого года планируется ограничить движение для транспорта свыше 8 тонн с грузом или без него. Временное ограничение вводится в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов дорог. Жители Алюкминска активно поддерживают участников специальной военной операции. Для этого жители города приходят в обеденный перерыв, после работы и в свободное время. Активные жители начали плести маскировочные сети, шить костюмы, необходимые заготовки именно для зоны специальной военной операции. В
первые дни неравнодушных жителей города было мало, но со временем подтянулись и работающие граждане. В данное время это большая, дружная, с активной жизненной позицией команда. За время волонтерской работы в зону проведения специальной военной операции движение отправило уже не 1 тонну посылок. Началось все это движение с сентября прошлого года. Началось у нас с того, что мы пошли вот просто на ярмарке, стали с коробочкой вот с этой своих не бросаем, стали продавать свою продукцию. Кто-то принес варенье, кто-то соленья. Это мы все продали, заработали первоначальные деньги и на них стали приобретать. В принципе, мы добывали деньги-то сами. Вот сейчас у нас уже стало все как-то нормализоваться и вроде как спонсоры появились. А так мы сами сначала вот добывали деньги себе. Общественно полезное дело в Алюкминске продолжается в оперативных добровольческих штабах. Общая цель объединила коллектив людей разных возрастов и профессий. Также на помощь приходят и учащиеся школ. Жители города активно помогают материально. Благодаря спонсорской поддержке на денежные средства приобретаются материалы заготовки костюмов. В данное время волонтерское движение формирует очередную партию посылок для участников спецоперации. В этой партии будут новые виды браслетов для выживания. Это либо брелки, там 5 метров веревки, они быстро распускаются, и эти 5 метров иногда могут спасти жизнь. То есть, допустим, если нужно перетянуть кровотечение, эти 5 метров, да, они могут быть 5 метрами жизни. То есть это вот тут вот замотано все. Вот. Это могут плести дети. Сейчас вот. Порядка 10 тысяч вакансий по приоритетным отраслям экономики выставят более 350 организаций предпринимателей на региональном этапе Всероссийской ярмарки работы России. В республике она пройдет 12 апреля. Само мероприятие пройдет во всех районах. В планах охватить порядка 130 площадок и более 7 тысяч граждан по всей республике. Во время ярмарки будут организованы профориентационные туры, круглые столы с работодателями и представителями образовательных учреждений, практические семинары, ярмарки рабочих учебных мест, мастер-классы по наиболее востребованным профессиям, а также пройдет марафон видеопрезентации работодателей. В декабре в зоопарке Уртудайду на свет появились 2 медвежонка. Компания «Роснефть» совместно с якутским зоопарком организовала голосование в группе ВКонтакте, где можно выбрать варианты имен для 2 очаровательных малышей медведиц Колыманы. Первый этап конкурса по выбору имен для медвежат стартовал в марте. Со всей России поступили сотни предложений. Из них сотрудники зоопарка отобрали лучшие, представив для голосования всего 10 пар имен. Это Вилю и Яна, Лоукут и Нюргуон, Тима и Тома, Эрел и Чолбон, Мир и Ника, Руслан и Мира, Омалон и Анюй, Снежок и Снежинка, Туйгун и Таптал, Ботур и Айко. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Детский футбол – это занятие, которое может принести множество пользы ребенку. Он не только учит играть в команде, но и развивает свою физическую форму, координацию и социальные навыки. Ребенок, занимающийся футболом, улучшает свою выносливость, силу и гибкость. И важно помнить, что дети должны заниматься футболом с учетом их возраста и физических способностей. В молодом возрасте игры должны быть направлены на развитие базовых навыков, таких как пас, контроль мяча и удар, а не на тренировки силы и выносливости. Но вот обо всем подробнее нам расскажут наши гости. Это представитель Академии «Спартак» имени Федора Черенкова, тренер-методист Лунин Алексей и спортивный психолог Маргарита Дроздова. Доброе утро. Доброе утро. Но необходимо отметить, что вы приехали в Якутск не просто так, да, а с определенной миссией. Расскажите, в какой клуб приехали и какая основная цель вашего приезда? Мы приехали по приглашению партнерской школы «Спартак Юниор» Владислава Иванова. И основное — это посмотреть, на каком уровне находится развитие в этой академии у ребят. И в целом проконсультировать по некоторым вопросам молодых специалистов, которые очень инициативны. Вот сразу отметим, вовлечены в свою работу, у них неподдельный интерес. И я сразу отмечу, что такие очень хорошие, высокие педагогические способности. Ну, далеко отходить сразу не будем, раз вы сказали, и на уровень посмотреть, как вообще впечатление о самом Якутске и вообще о якутском футболе, в том числе, о детском. Ну, отмечу, что очень понравился спортивный комплекс «Даксон». В нем великолепный манеж, на что сразу отмечу большое количество занимающихся.
не только футболом. Ну, в частности, если говорить про футбол, то поля заполнены, то, что мы видели, скажем, с утра до вечера и полноценно. Вот это важно. Вот, уровень готовности ребят различный, потому что есть те, кто только пришел, есть кто занимается дольше. Ну, от этого, конечно, и зависит подбор средств по тренировкам относительно группы. Маргарита, вы являетесь спортивным психологом, да? И, наверное, один из главных вопросов, в каком возрасте стоит ребенка отдавать вот в секцию по футболу? Ведь многие родители думают о том, что вот я хочу, значит иди. И отдают его там и в 4, и в 5 лет, а все-таки это достаточно серьезная спортивная, да, такая секция. Вот с какого возраста, с точки зрения психологии, можно уже спокойно отдавать ребенка? Да, если мы говорим о специализированных занятиях футболом, то это возраст совпадает с начальным школьным возрастом, 7-8 лет. Ну, конечно, ранняя специализация для всех видов спорта характерна, поэтому ребят действительно приводят и в 3, и в 4, и в 5. И в 3, и в 4, и в 5 специалисты могут работать с детьми, расписаны тренировочные упражнения, занятия, но рекомендуемый возраст такой специализированной серьезной работы 7-8 лет. Ну вот если говорить про там 3, 4, 5 дошкольный возраст, да, есть ли какие-то, ну вот, скажем так, флажки, ориентиры, по которым можно понять, что да, ребенка можно отдавать в футбол? Будем говорить про него, или наоборот, что нет, лучше дождемся школы. И ну, допустим, один из популярных — гиперактивность. Вот он гиперактивный носится во дворе, значит, ему пора в футбол. Ну, футбол — это отличное средство и вообще отличный вид спорта для детей с синдромом гиперактивности, дефицита внимания и вообще суперактивных детей. Действительно классная история, помощь родителям. Но, условно говоря, в любом возрасте, и в 3, и в 33, главное вообще ключевое, смыслообразующее вообще занятие футболом — это «я хочу». Вот если у ребенка глаза горят, я хочу, я выдерживаю нагрузку и физическую, и психическую, пожалуйста, добро пожаловать в футбол. Вот мы упомянули в самом начале, начиная тему, да, что в разных возрастах разный как бы уровень и тренировок сам по себе. Вообще, на какие этапы есть в развитии футболистов и как, самое главное, в конце стать высококлассным футболистом, профессиональным? Вы уже практически сами все рассказали, что да, есть начальный уровень подготовки, о чем Маргарита Сергеевна сказала, это там 7-10 лет, далее идет начальная специализация, то есть углубленного изучения предмета, как футбол. Вот на этом уже, наверное, мы остановимся, потому что дальше спортивное совершенствование таких ребят пока здесь нет. Вот, имею в виду по Спартак Юниор, потому что возрастной сегмент, он как бы отдельный здесь. Что касается вопроса, как стать высококлассным футболистом, над этим, наверное, думает да, не одно поколение тренеров по всей Европе в том числе. Вот. Но в целом, конечно, это есть определенные принципы. Наверное, это как раз сознательности, активности, вот, и, конечно, систематичности. То есть стать профессионалом — это большой труд. Это не только тренировочный процесс, это и гигиена, и соблюдение режима, скажем, отдыха, да, и питания в том числе, конечно же. Очень много факторов, которые должны позволить стать высококлассным футболистом. Я думаю, и характер немаловажную роль играет. Конечно, и огромное желание. Ну и, конечно, огромную роль играют также и родители, да, особенно в становлении, да, юного спортсмена. Вот какое должно быть отношение родителей к детям-спортсменам? Навязываем, оберегаем? Я хочу вырасти чемпионом. Холим, лелеем, или как вот правильно себя вести? Ну, соответственно, естественно, родители должны разделять увлечение своего ребенка, именно разделять, не навязывать, не диктовать, не требовать, не должностновать, не обязывать. Действительно разделять увлечение ребенка футболом, поддерживать, помогать, доверять тренеру, выбрать безопасную среду для тренировочных занятий. Это, наверное, важно. Ну и, собственно, дальше вот максимально комфортных условиях собрать ребенка на тренировку и отправить в прекрасном настроении. Как же, вот, знаете, самый главный момент, наверное, в жизни маленького того же футболиста или спортсмена, как научиться или как научить ребенка принимать поражение. Ведь зачастую одно, второе, третье поражение может вообще отбить желание заниматься спортом. В психологии футбола есть такой термин «культура результата», когда мы основные свои мысли и вообще ожидания от игры, от соревнования направляем на процесс занятия футболом, на то, что я буду делать, как я буду играть, да, и чуть-чуть смещаем значимость непосредственно того места, которое мы займем. Если с детских лет
следовать этому правилу, то, собственно говоря, таких серьезных потрясений точно не будет. Ну и потом, да, попечалиться, погрустить тоже нормально. То есть, в принципе, если прям перевести на очень-очень бытовой язык, опять же, работа, фраза, главное не победа, главное участие. Конечно, да, но об этом очень часто забывают. Ну а какие у вас в целом впечатления о нашем городе, да? Вот, и что запомнили больше всего, что увезете с собой, что будете рассказывать близким об Иркутске? Алексей Леонидович. Царство вечной мерзлоты, наверное, это такое самое интересное для нас, жителей центральных регионов. На самом деле при царстве вечной мерзлоты такие солнечные, улыбчивые люди, такие классные ребята с такими горящими глазами, которые согревают и нас, и вообще всех вокруг. Это здорово. То есть... А Алексей? Мне, конечно, спорткомплекс, потому что по России таких сооружений немного. И еще раз повторюсь, самое важное, что он заполнен. Вот. И, конечно, нас порадовала погода, но есть сложности определенные, конечно, по часовому поясу. Вот именно для нас, мы уже, можно сказать, адаптировались. Ну, спасибо большое за эту беседу. Успехов вам в вашей работе, в том числе успехов, наверное, и партнерской школе, потому что когда-нибудь якутская команда футбольная может и спасибо, да, что обменялись опытом с нашими такими увлеченными ребятами, кто занимается футболом. Мы надеемся, что это принесет свой результат. В любом случае. Спасибо. Ну а с вами, дорогие телезрители, мы прощаемся ровно до завтра. В это же время, в этой же студии встретим наступающий день. Хорошего дня и доброго вам утра.